Для чего рождается человек? Для чего он живет? Каков будет его путь? Что он оставит после себя? Ответы на эти вопросы люди порой не находят за всю жизнь. Жизнь без смысла не дает надежды. Жизнь без надежды не дает веры. Если вы найдете способ наполнить свою жизнь смыслом, то обретете и надежду, и веру. Прекрасным майским днем 1971 года в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса родилась девочка. Родители назвали ее Сардана. К своему нежному имени девочка получила сильный характер, врожденное чувство справедливости, порядочность и честность. Каждый из нас обладает рядом человеческих качеств и чувств, создающих наш моральный облик, характеризующий нас как личность. А милосердие и сострадание – это качество, присущее человеку с большой буквы, и они жизненно необходимы уполномоченному по правам человека. Ведь к нему люди приходят, когда им отказали, когда не удалось достичь желаемого результата в решении проблем по инстанциям, и у них осталась последняя надежда, последний шанс. За сухими буквами перечня вопросов и жалоб, с которыми приходят люди, жизни и судьбы, их настоящие истории. Ну, а вы никогда не были на пожаре? Вот так не было такого, чтобы вас вытаскивали через окно в одной рубашке и вот по лестнице, не по лестнице, у меня внук меня вытаскивал, и вот это все это, представьте себе, здесь ничего не видно, здесь уже вся квартира затянута дымом, вот дышать нечем абсолютно, это было что-то страшное. Нам пообещали отдельных специалистов, которые будут помогать людям, потому что люди не достаточно грамотны в этих вопросах, некомпетентны, не могут понять вообще алгоритм действий, куда идти, куда направляться. Когда мы приехали в эти инстанции, помощи не было не оказано никакой. Была общая, общая очередь, выдали как просто бланки, заполняйте, что заполняете, никто ничего не объяснил и не сказал. Поэтому мы по этой причине обратились в аппарат по правам человека для того, чтобы нам помогли. Потому что люди просто не знают, что им делать. Они не знают, куда им идти, у них нет документов, у них, вообще с этой ситуацией никто не сталкивался, от мала до пенсионеров. Поэтому мы хотели поблагодарить за то, что нам помогли, нам все сегодня разъяснили. Благодаря этой службе было такое масштабное собрание. Я думаю, что на 90% вопросов мы получили ответы. И теперь хотя бы мы знаем, куда нам нужно идти, к кому обратиться и кто нам действительно может помочь. В 2019 году я попал в затруднительное положение, потеряв документы и жилье. И обратился за помощью к уполномоченной по правам человека Гурьевой Сардане Михайловне, где она мне посоветовала, оказала помощь и посоветовала обратиться в реабилитационный центр, где мне восстановили документы и оказали помощь в проживании. Первая сотрудница обратилась к вам тогда, когда она приехала с Казахстана, она россиянка, и не могла оформить свои документы. Вторая просьба у нас была за нашего рабочего Евгения Евгеньевича Попова, который проживал по Чернышевской, в старинном доме, и который пострадал от пожара. В течение 3 лет мы никак не могли добиться его переселения. Дом был печной, он не мог, конечно, в нем уже практически проживать. И только в прошлом году с помощью вас и ваших сотрудников ДЖО ему предоставила новое жилье в районе «Газпрома». И в эту суровую зиму он перенес в теплой, уютной квартире. Он выражает вам свою признательность. Наша третья работница Галина Михайловна Рыкова, она технолог предприятия, обратилась к вам по поводу переселения с аварийного дома как погорелец. Вы, наверное, помните этот случай в январе 2018 года, когда на Семена Данилова сгорел дом.
тоже в течение вот буквально 2 лет никак вопрос решиться не мог. И вот в прошлом году осенью, благодаря вам и вашим сотрудникам, ей также было предоставлено равноценное жилье, потерянное после пожара. 3 года тому назад я сгорела. До этого тоже было у нас 2 пожара, но как-то мы обошлись и своими силами смогли отремонтироваться. Но здесь мы сгорели полностью. В ужасном состоянии я находилась. Грязная, вся в воде, я пришла в магазин «Мархинка». И не знала, что делать, не знала, к кому обратиться. У нас здесь никого нету. И здесь на помощь пришла Сардана Михайловна. Настолько у нее сплоченный коллектив. Ко мне приехали. Меня оформили в гостиницу «Якутяночка» на неделю. И даже не взяли денег абсолютно. Находилась я в люксовом номере, чуть-чуть отошла. Затем Сардана Михайловна помогла нам с квартирой. И я не знаю, что было бы с нами, если бы не ее помощь. Она помогла нам оформить социальный найм. Так, ну я к Сардане Михайловне сейчас обращался по поводу капремонта. Так, она помогла, звонили это до главы правительства нашего, все добились, и нам, как старшему поколению, это отменили. Я за это большое ей спасибо. Сардана Михайловна находится на своем месте. Она людям помогает. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я со Ставропольского края. Приехал в Якутию на заработки. Отработал полгода. Деньги мне не заплатили. Вот. Идти было некуда. Пошел в аппарат. Здесь мне помогли. Приняли как своего родного. Вот. Приобрели билет. Вот завтра улетаю домой. Я как заболела, лежала без всякой помощи. Оказывается, у меня очень тяжелое заболевание было, геморрагический васкулит. Вот. И уполномочена по правам человека Гурьева Сардана Михайловна. Своей помощницей они приехали, вот, и они мне помогли, меня положили в больницу. Сами они направлением даже поехали и сюда меня привезли. Но с тех пор начали вовсю лечить. Я, как говорится, я считаю, что я 2-й раз родилась. 9 февраля, 8-9 февраля. Я не забуду. Сардана Михайловна, передайте, что я не знаю, как на Бога смотрю теперь. Ага. Если не приехали бы работники по правам человека уполномоченного, и я бы тихо с этой пневмонией умерла бы. Роза Боброс. Всего лишь одна из десятков историй, с которыми люди приходят каждый день. Одна судьба, одна жизнь. Но пройти мимо чужой беды не позволяет ни долг, ни совесть. Настоящее сострадание бескорыстно, потому не каждый способен его проявить. Только зрелая, сильная личность способна чувствовать любовь такого уровня, когда боль другого воспринимается как своя, когда нельзя не откликнуться на эту боль. Работа не окрашена в розовые тона. Порой, чтобы добиться результата, приходится жертвовать выходными, отдавая решению проблем граждан не только единицы времени, но и части сердца, души. И такая самоотдача не остается незамеченной. Фундаментальными качествами Сарданы Михайловны являются любовь, доброта, широта души, чувство сострадания. Работать рядом с таким человеком, заряжаться от нее этой энергией и светом – большая удача. Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше возьмете тепла.